день рождения дедушки. И в этом году ему исполняется 80 лет. А я ему обещала, что я приеду со своим парнем и познакомлю. И в чем проблема? Ну а проблема в том, что мы с ним именно сегодня поругались. Давай попросим кого-нибудь. Алло, Айшата, кандайс? Вы будете всего лишь там 3 дня. Алло, Кана, привет. Как дела? Ладно, спасибо, Никита. Жоқ, мен андай жұмысқа барбаймын мен. Жинді болып тұрмын ба андай жұмысқа барып. Анда бампер төле? Барам мен андай жұмысқа. Не, барбай жинді болып тұрмын ба? Барам? Да? Шапку бери. Жаң киім кисем деле, мо кебетеме эски көрүнө берет. Мен оштукмун. Бирок камчы кыдыршаевдин урматына жалааттан болуп берем. Сагынычым сага дагы сезилеби. Издеп менин жүрөгүм эсилеби. Алгач сага барып күнү кечиндеби. Сүйүмдү арнаган эсиңдеби. Капкара болгон каректериң ай. Кирпиктериң жылдыздарга бай. Атың ким? Аман тур. Сен атыңды мындай аман тур деп, аман болсун, эптеп эле өлбөй жашап турсун дегендей эле койчушташкан турбайбы? Усик. Могу күйөө баланычы. Акча менен өзөртүп урайынбы? Акча менен аркасынан кууп жүрүп башка уруп салсамбы? У нас в гостях прекрасные ребята, яркие, хорошие ребята, Алишер и Улан. Алишер Анарбекулу, Улан Исенаков, спасибо вам, ребята. Спасибо. Мы начинаем Саки-шоу. У меня сегодня в гостях очень интересные личности, очень талантливые люди. Они своим талантом, своим трудом вырвались из... ну, они хорошие ребята. Вот. По весу, скорее всего, начну. Представляет, да? Да. Сейчас первый гость, он очень талантливый, у него голос очень хороший. Вы знаете его голос, весь Кыргызстан знает, потому что он очень много лет работал радиовещание. На радио работал Кыргызстан Обондору. Он очень интересный человек. Он еще поэт. Алишер, сын Анарбека. Здравствуйте. Это Анарбек улу Алишер. Ася апасы, атасы, эки бир тууган. Чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой отыр кемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү үй алды. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой отыр кемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Второй гость у меня, они оба мои братишки, районовские братишки, и в шоу-бизнесе, и в любом месте братишки они. Второй гость, он Сакурго, ну, как вы догадываете, он тоже знает русский язык. Но сейчас вы убедитесь сами, очень талантливый актер, очень харизматичный Улан Исенаконов. Добро пожаловать, ребята. Всем привет. Здравствуйте. Чё, как вы? Да, нормально. Старший начинает. Да. Все хорошо, потихоньку. Все хорошо, да? Работаем. Работаете. Сейчас вы оба там Да. Ведущие. Трем уже. Ведущие? 3 месяца. Да, ведем мероприятия. Чё, как, не устаете? Нормально? Нормально, в принципе, нормально. Уже какой стабильно 2-й год работаем, да? Да. Уже как новички, мы не должны устоять. Да. Ну, Сезон
именно вот этот сезон был нормальный, да? Нормальный же был? Благополучный. Благополучный был. Да. Заработали, да, машину купили, участок Да. купили, Да, Байке все купил. Всё, да. Женился, ребенок. Ребенок. Ой, классно, классно. Дай Бог. Да, Аминь. Спасибо. Спасибо. Алишер, ты 98-го года, да? Ты Да. до 6 класса ты в Токтогуле учился, Ага. а после 6 класса ты сюда Перевелся. в Бишкек, да? Бишкек. Ну, в Чуйской области учился, в Орхском среднем школе, да? Да. Мы вместе одна школа учились. Да, одна школе учились. Ну, рядом же селекция, Да. вот Орхская школа, Агорго и... ну, Я учился, селекция учился, друзьями. Мои друзья были Агорго. Агорго. С Агорго, да? Да, я все знаю, Кыркы знаю, Кольцо знаю, да, да. 77, вот это, все знаю. Мы должны сегодня друг друга очень хорошо понимать тогда. Да? Мы с одного района, да? Да, конечно. Я только вчера узнал, что ты учился в Орхском среднем школе. Я что-то не видел. Не знаю, может быть, с 92-го года, ты 8-го года. На самом деле вы же это... Да? Ты когда заканчивался, я уже... Выпустились. Да, я уже там закончил. Он пару недель только учился, да? Я пару недель? Не, учился нормально. Просто мало там учился. Ты там, документы там были, а так не ходил в школу, да? Ну, можно сказать так. Просто я когда там уже Мы учился... как тебя не видели. Не, когда там учился же, у вас уже был выпуск, получается. Вы выпускающие были. А вы, я помню, Ты что... вот В каком такими году? Я маленький же был, братан. Ты маленький, в каком году ты учился там? Мы 13-й. выпускались в 2011 То есть году. ты когда-то был 13-й, маленьким, да? Да, 13-й, 12-й туда. 12-й год, я туда пошел уже, 6 А. класс. Я же там маленький был. Я просто, у меня весь из-за этого старший выгляжу. Мы 11 класс в 11 году заканчивали. Он в 13 тогда пришел. вообще- А ты на радио диджеем сколько лет работал? Я рано работал. Да, рано начался, да? Короче, Нормально, седьмой класс. Спеши, нормально. 7 класс здесь был же. А нам 7 класс, я практика проходил. Ты в 7 классе, да? Да. О, классно, классно. Поэтому говорю, что... Рано вырос, да? Да, 8 класс уже работал. Стабильно там зарплата получал. Вот, 8 класс. И ты там в Кыргызстане, в Бондере, когда Не, работал? это 4 года назад. 4 года работал, да? Да, В 4. 2018 году, в 2019 году ты пришел на радио, да? И там работал, и там познакомился с Да. ребятами шоу-бизнеса, да? И Мы там... Улан Майке потихоньку. не знали же, да? Вот до этого я когда сюда пришел, Друг друга не да, знали. не знали. Я знал, Эмиль Байке знал, вас знал же, братишка же ваш. Поэтому, короче, Эмиль Байке знал, потом Да. Эмиль Байке знал, вас знал. Вы же нам в школу уже ходили, праздник? Да. Норус, На вот, дискотеку. Ну, вообще дискотека. мы Короче, к там- девочкам ходили. Мы же на 77-м школе Да. учились. Там расстояние 1 километр. Даже не доходит. Да, даже, да? Вот 500. очень близко. Да, близко очень. Вот бывает, что вот, когда в своей школе учишься, там девочки там постоянно ты глаза привыкал уже. Вот. А вы поэтому ходили, да? Да, в своей школе учился, но когда учишься и девушки в своей школе, твоим глаза как будто родственница, вот, бывает же. А в другом школе вот они красиво выглядели. Они вот, родственники, они да? Как экзотично соседки. выглядели, да. Вот. Экзотика, для нас экзотика был. Я представляю, ваши- селекция, экзотика такие, да? Там у нас красивые девочки были. Да, действительно, но это так. Да, Реально там красиво. же, я вот сейчас думаю, не понимаю, вы в русском школе учились? По документам, Почему да. вот так, почему сидите тут тогда? Нет, просто давайте я объясню, да? У нас Да, по да, документам было, да, так. Да. Русская школа была. Ну там же русские Да, учительницы же были же. Были, да, были, но Когда я учился. нас учили, Они. мы не ходили. нет, На русский язык у не вас ходили. были? Были, Когда да. вы учились, они уже старели.
Не стареет. Просто, вот Самат Байке, это, они нормально учили. Просто вот здесь же есть, вот здесь уже кыргыз. Душа. Кыргызская душа была. Из-за этого. Мы патриот своей страны, своего языка. Мы не хотели учить. Все отмазка, которые не знают русского языка. На самом деле, я патриот говорит. Всё. Как будет сейчас? Как будет сыймыктанган? Гордость. Гордость, да. Я горжусь. Я горжусь, что сидим мы втроем здесь, мы хорошо знаем свой отечественный язык и разговариваем на русском языке. Да. Свободно. Да, свободно, абсолютно свободно. Вот. Улан Исенакунов, он, да, ты в Агорго переехал в 3 классе или в 4? В 7 классе. В 2007 году. Мама учительница, Мама учительница в 77-м школе. Я там неделю учился в 77-й школе. Там меня перевели на 7-й Д класс. Там было Д класс, и новый класс открыли, Д класс. А я не хотел туда учиться. Вот там я познакомился с друзьями на поле. Вы знаете, где поле наше? Я знаю, что ты постоянно качаешься, там у тебя, ты спортом занимаешься иногда, да. Вот ты рядом с твоим домом есть площадка, да? Да, футбольная там площадка. Футбол да. играли, там брус есть. И ты постоянно на брусе играл, да. И там брусья был бракованный, вот. Кривая. Один, вот так, да. Кривая. Кривая, да, вот так был. И он постоянно вот так делал, и у него фигура сейчас выглядит вот так, да, вот. Один крылья есть, вот так. Нет. Да. Вот здесь есть. Это серьезно? Держи. Вот здесь. А вот здесь нету. Вот здесь нет, потому что Реально. Оказывается, вот так было бруся. Я не знал же. Вы потом, мы гол из школы ехали, короче. Вы потом вот так, да, вот так водили, да? Да, я так привык же вот так. Вот так, да? Вот так качался, и вот здесь вышло. Потом вырос, и там видели, что кривая бруся. Потом обратно начали делать, чтобы вот это вышло. А это на мозг не влияло? Нет. Что-то вот так, мозг там сюда вот. В левую сторону, типа. Да, левый полушарие. Да, в общем, в левую сторону, в общем, думаю. Ну, женился, да? Женился, да. Это очень классно. Ребенок есть. Да. Дочка, да? Сын. Сын, да? Сын как назвали? Айдин. Айдин? Да. Айдин. Классное имя. Можно я историю расскажу? Как раз можно? Можно, да. Серьезно говорю? Да. Как вы с Джангишкой познакомились? Да. Можно, да, говорить? Да, конечно. Короче, Улан Байке на самом деле мне говорил, короче, не надо, подкаблучник не надо, он так говорил, короче, серьезно надо общаться, жесткий надо быть с девушками, он так мне говорил. Он на самом деле, друзья все уже поженились, вот Улан Байке. Мы почти 30 женились. Ну, почти 30 женился. Он серьезно такой говорил, а он же по-любому Байке же слушаешь, да, там советы, иногда советуешься. Потом получился так, он влюбился, он денежку нашел и сразу, братан, сам поменялся. Жестко поменялся. Не, сразу не стал, сейчас, наверное, тоже нет. Постепенно где-то было. Менялся в какую сторону? Романтическую сторону. Романтическую. Серьезно? Братан, самому незаметно прям. Алиш, давай, да. Короче, Денежка работала, и там мы один раз как-то вместе Денежки подошли, подъехали. Кушали, покушали. И братан сразу меняется такой. Нету такого там, Алиш, нету. Тогда еще не женились. Они только вот. Потом, и самое главное. Он сразу нежным стал, да? Да, и самое главное, он мне говорил всегда, надо жесткими требованиями, так как надо общаться, он говорит. Подарки же он тоже не романтик, я думал. И как только они поженились, Денежкаға только я подписан. Из всех знакомых было, думаю, Байкешки тоже подписан. И Денежка такой сторис выкладывает, спасибо, Жан, телефон купил, оказывается. Потом я понял, оказывается, человек... Ну, оказывается, любой человек
есть право быть романтиком. Да, не, оказывается, серьезный человек, если влюбляется, Да. он серьезный не Он становится. в любой момент быть романтиком, он имеет право, если у него крылья кривые, тоже имеет право. Я серьезный был, да, реально серьезный, потом влюбился. Ну, знаешь, вот у нас, у кыргызов есть хорошая привычка, если ты холостой, постоянно говорит тебе, когда женишься, когда... И ты женишься, они не успокоятся. Потом спрашивают, что, когда, что, ты что, ее слабак, вот, говорит. Первый появится там, и что, ну, ты говоришь им, все ничего, ты родился, есть у меня сын или дочка. Они спрашивают, что, когда второго? Они прям вот заинтересованы твоим постельным жизнью. А постельный, да? Да. Потому что мы, кыргызы, вот так мы много становимся. Размножаемся, да? Да. Размножаемся, вот. Много-много становимся. Есть что, какой-нибудь там интересный случай, История, случай в начале, это 3-4 давно, да? год назад. До карантина, да? Да, 3-4 года назад. Тоже такая напряг той была. Я последок в конце руки же поднимаем. Айбек, для Айбека, для Айнуры. А я поднимал руки. Для Айбека, для Айнуры. Пусть будут там счастливыми. По идее, ты должен сказать. Да, так, да? Да. И что сказал? Я сказал, блин, там напряг той была. Я сказал потом, ешқашан жақсылық көрбегілі. Боже. Я так и сказал. Вы наоборот хотели, да? Жамандық көрбегілі. Ардайым жақсылық болсын хотел сказать. Жақсылық көрбегілі. Аплодисменты. Деньги дали? Я потом, они пьяные были. И одна столик трезвая была. Они сразу на меня посмотрели и сразу Ардайым жақсылықтар қоштосын, қолчаулар болсын. Такие закончил. Ты вот И после этого я не вел свадьбу 4-5 лет. Да? Вот это, да, оказывается, вот такой случай, вот чем здесь роняет, жестко. Да. Тем более, вот когда новый начинаешь, сломаешься. И сразу сломаешься, да? Тогда я начинал, да. Один раз у меня тоже вот, типа такой случай был. Я тут учился, 11 класс был. В Бишкеке, да? Да, в Бишкеке учился, 11 класс. Ну, по-любому маленький же там, мышление, все маленькое. Короче, и в Тоқтоғұлда той был. Да. Я вел. Ну, короче, я тогда такого не было, там, импровизации, вот такого. Я боялся, такой забор живут, знаете же, народ-то. Боялся. Дистанция, да? Короче, дистанция жесткий был. Боялся. Короче, я или как, ну, прям нормально провел, братан. Спотел немножко. Жестко спотел. Антракт, час антракт. Да. Короче. Представляю. Я, самое главное, вот это забыл. Бата. В конце. Я такой вышел. Тогда я айтыш интересовался, жестко интересовался. Некоторые слова помню. Я прощения попросил, там, эратас, адамға тас болбойт. Я такой маленький. Это, вроде все нормально. У всех же бывает. Да, у всех бывает. Если какие-то там минусы, плюсы делайте, пожалуйста, я сказал. Они похлопали. И я на этой волне, короче, сам волновался. Короче, и вот так, скорых встреч сделал. И, короче, вроде люди довольны, половина что-то смотрит опять. Я такой смотрю, музыкант смотрю, Байкеша говорит мне, вот так делай, вот так. И я что-то, оказывается, он бата хотел напомнить. Очень вот так делай. И, короче, вот такие люди тоже мне не нравятся. Вот такой, короче, байкер, Луля Аксакал пришел и взял микрофон, короче. Эй, ты чё, какой ты ведущий, ты маленький что ли? Вот так, на самом деле, ну он прав на самом деле. Да. Он мне так жестко, короче, чуть ли не мат там. Ну я думаю, это общество, и тем более на микрофон. Да, это говорит, на самом деле неправильно, оказывается. Если он большой человек, зачем? Тогда и ты к тебе надо было. Да, он на самом деле. Сказать? Справим, Да. батал А делаем. я маленький, братан, там 11 лет. Вот руки же все вот эти же неравные, все. Он, короче, так жестко
газанул, короче, сказал, и он сам бата дал, а я такой, братан, здесь уже все. Ты уже сломался, да? Я не хотел. Потом, поэтому точно почти как у вас, потом 3 года, 2 года, 3 года вообще не интересовался, вообще в этой сфере не интересовался. Не, у меня тоже такие случаи очень много были, знаешь? Оказывается, это очень да? сломает да. здесь. Жестко. Знаете, я что делал? Если когда что-то забываю, например, бата или там цветы, так, кидать забываю, если я вот так, лицо вот так делаю, что? Да зачем так сделал? Специально была, типа, нет, да? Да, типа, вот, у нас программа такова была, вот, типа, вид покажу им, да зачем цветы, вот так, ну, внутри там, да. Я себе говорю, чё забыл, да, вот. Это опытом постепенно бывает там. Там это нельзя так, зачем бата, не надо, бата надо. Да, мне бата надо. Там, конечно. День рождения дедушки. И в этом году ему исполняется 80 лет. А я ему обещала, что я приеду со своим парнем и познакомлю. И в чем проблема? Ну а проблема в том, что мы с ним именно сегодня поругались. Давай попросим кого-нибудь. Алло, Айшата, кандайс? Вы будете всего лишь там 3 дня. Алло, Кана, привет. Как дела? Ладно, спасибо, Никита. Жоқ, мен андай жұмысқа барбаймын мен. Жинді болып тұрмын ба андай жұмысқа барып. Анда бампер төле? Барам мен андай жұмысқа. Не, барбай жинді болып тұрмын ба. Барам? Да? Шапку бери. Жаң киім кисем деле, могу кебетеме эски көрүнө берет. Мен оштукмун. Бирок камчыбек Кыдыршаевич урматына жалгаттан болуп берем. Сагынычым сага дагы сезилеби, издеп менин эт жүрөгүм эсилеби, алгач сага барып күнү кечиндеги, сүйүмдү арнаганым эсиңдеби, капкара болгон каректериң ай, кирпиктериң жылдыздарга бай. Атың ким? Амантур. Сен атыңды мындай аман тур деп, аман болсун деп эле өлбөй жашап турсун дегендей эле коюп ташташкан турган. Пусик. Могу күйөп алганычы. Акча менен өзгөртүп урайынбы? Акча менен аркасынан кууп жүрүп башка уруп салсамбы? Один вопрос, да? Например, у меня вот такой еще есть, как барьер, забор есть. Когда, например, я веду той, там, мероприятие, жақсылықтарды веду жаңа. Если вот, например, знакомый, ну, не знакомый, а вот, байке, короче, ну, если вы там, и, короче, мандраж начинается. Помните, Санжирада я же вел там? Да. Короче, братан, так было. А вы же тоже там были? Да. Я, Ну да, наш приятель, друг из Самбурга женился. Да. Он женился, Да. а я, короче, первую часть... Я сидел там, Эмиль сидел. Да, спасибо, кстати. Короче, экинчи бөлүктө Самат байке подошел. Алишер, вот еще раз, не надо употреблять наш язык. Все, я понял. Ну, это правило такое. Ну, Второй старайтесь, часть. да, Второй часть. старайтесь не это. Вторую часть. Антракт после антракта, официальный вторую язык часть. говорить. Был, Самат байке подошел, и он, короче, конкретно духтал. Эй, чё ты, депчи? Чё ты сказал? Я после этого, оказывается, это конкретно помогает. Вот так прям раскрылся, делаешь, а потом вот это начинается. Но по-любому вот этот барьер у меня есть. Не, вот бывает, все постепенно вот отходит они. Ну, ты же говоришь, вот я тоже чуть-чуть там дополняю твою историю. Вот. Ну, мы сидели там, Эмиль сидел, я сидел, мы с женами там в гостях были, и он вел, Алишер вел. И я смотрю, что он постоянно в сторону нас смотрит, вот так. И я сразу догадывал, что он стесняется, ну там дух чуть-чуть падает, там спотел, он что-то другой становится. И я подхожу к Алишеру. Алишер, все нормально, короче. Ты очень хороший ведущий, ты же опытный, то зачем так? Нормально, мы же тоже люди. Вот.
ведущие, конечно, ну, не надо стесняться. Вот ты хорошо, вот у тебя голос хороший, тембр хорошо, хорошо ведешь, там, энергетика хорошо. Вот. Я духтал ему, вот он сейчас говорит, да, благодарность, да? Ты благодарен за это, конечно, да? я благодарен. У тебя же песня, да, вышел? Да. Называется «Менин досум». Вот люди все, когда на свадьбе поешь, там специально приглашают тебя? Да. Постоянно, да? Ну, сейчас уже декабрь же как-то всех такой. Первая песня хорошо пошла, да, потом «Менин досум», а второй тоже записал. Сразу-то записал, да? Да, это тоже нормально. Родной, да? Тоже родной. Да, брат называется, родной брат. Ну, типа родной, как друзья, да? Тоже. Ну, ты можешь свою песню сейчас сразу импровизировать? На русском сразу, да? Давайте. Мой друг, мой друг. А вторую песню этот подходит более-менее. Извините, у меня. Да. Да? Вот это мой друг надо, да? Знают, да. Мой друг, меня постоянно хвалят. Да? Мой же ты друг, меня постоянно хвалят. Поддерживает. Мой же ты друг, я тебя тоже поддерживаю. И вдруг что-то если нападет, он мой же друг, и наши сыновья тоже друг. Браво! Русские друзья будут звать тебя на свадьбе, да? На самом деле, Уланбайке самый первый хотел певцом стать. Певцом стать? Да, но вот. у него же голос не очень. Да? Да. Есть голос, но хотел петь. Он, Но не могу пройти. я думаю, Улан должен продолжать свою актерство. Не, Потому что у него и шумкара шума, лицо уже есть. просто стоит вот смешные вот просто, если им не надо там говорить и играть, и просто стойте и просто говорите, просто играйте. Хочу петь какой песни? Не такие песни, не такие. Более смешные, более... Вы же поете смешные песни. Вот такие песни хочу. Из актеров кто нравится тебе? Из наших актеров? Да, наших отечественных. Мой Кулята Эмиль нравится. Эмиль Ясенович, да, тебе? Тоже? Асхат Пайке тоже нравится. Да. Асхат Пайке вот, видишь сразу, как Пайке вот, как родственник. Асхат Сулайманов. Сулайманов. Ребята, если вы не знаете, Асхат Сулайманов сейчас играет в год где-то 20 фильмов. Да. Фильмы, отечественный прокат очень хорошо идет, да? Конкуренция тоже нормальная там, прям, что не только по деньгам, а творчески тоже хорошо же. Вот фильмы снимают. Да. У нас есть рубрика, называется «Русская терапия». Добрый день, дорогие гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я для вас подготовила задание. Вы готовы? Да. Готовы, да? Да. Хорошо. Да. Тогда стараемся. приступим. Кто-нибудь из вас знает скороговорки на кыргызском? На кыргызском? Я нет. Я знаю. Давай с тебя начнем. Асманда эки кыска куйруктуу айры куйрук, бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, экинчиси кара кыска куйруктуу айры куйрук. Ак кыска куйруктуу айры куйрук, кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот, кара кыска куйруктуу айры куйрук, ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун тосот. Прекрасно. Тогда с вас и начнем. Сейчас я вам скажу скороговорку, а вам нужно будет всего лишь ее за мной повторить. Давайте. Готовы? Да, конечно. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Расскажите про покупки. Расскажите про покупки. Не, подожди, я. Расскажите про покупки, скажите мои. Расскажите про... Еще раз повторите. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Расскажи про как. Расскажите про покупки, про фрукты, про покупки, про покупки мои. Давайте 5. Дай 5 просто. Выкрутились. Хорошо. Тогда теперь начнем, продолжим с вас. Готовы? Я сейчас читаю скороговорку,
а вам нужно будет ее продолжить. Хорошо. Поехали. Шла Саша по... Саше сосала сушку. Хорошо. От топота. От топота. До топота. Хорошо. От топота копыт. Пыль по... По делам. Не знаю. По полю летит. По полю летит. Ехал грека. Не знаю. Помощь зала. Ехал грека. Гречка Не, река. не, значит, просто ехал грека там. Есть, значит, речка, да? Кто? Ехал грека. Где-то река, да? Где-то в реку, может. Ехал грека через Реку. реку. Да, река, вот. Мы же знаем же это. Видит грека. Грека. Видит грека. Через реку. Через реку. Видит грека в реке. В реку. Кто? Грека. Рак. Хорошо, поехали дальше. Карл у Клары. Клара украла. Карл украл. Украл кораллы. Я Да. знаю. это. Повторите теперь полностью ее. Карл у Клары украл кораллы. Карл Да? Да? Карл у Клары украл коралл. Отлично, молодцы. Хорошо. Сейчас я вам дам скороговорку, а вам нужно будет ее прочитать. Готовы? Прекрасно. Я? Что это? Давайте улулап. Старший Вайкай. Нам тоже даст. Да. Что ты спешишь? Чё? Вместе, Да? что ли? Да. Начнем. Кто начнет? Я, да? Вот вы начинайте. На шишкосушительную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата не шишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат. Отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения. Отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных. За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильник получит шишкосушильник по голове. Сшит колпак. Не, а следующую давайте у нас Алишер попробует прочитать. Вот это, да? Нет, следующую. Шит колпак. Шит колпак, Дания Колпаковский. Вылит колокол, Дания Колоковский. Надо колпак переколпаковать, переколоковать. Надо колокол перекололовать. Выкололовать. Улан, а вы теперь, пожалуйста, повторите ту скороговорку, которую он только Ты что же говорил, прочитал. что ты хорошо знаешь. Нет, на слух, на слух. Какую? Вот Последнюю. Шит? Нет, последнюю про колпак. Шит колпак, да не Колпаковский. Быстро. Вылет толкол, да не Полковский. Надо колпак переколповать, перевыколповать. Надо колокол переколоковать, перевыколоковать. Хорошо, молодцы. С этим заданием вы отлично справились. Спасибо. Спасибо. А теперь попробуем следующее задание. Сейчас я раздам вам тексты. Урок будет 45 минут? Нет, урок не будет 45 минут. Я вам раздам тексты. Ваша задача их прочитать. У вас будет всего 30 секунд на то, чтобы прочесть, понять то, о чем вы прочитали, и потом пересказать. Пересказ. Литература. Да, пересказ, да? Мне нужны 2 желающих. Давай. Ну, двое. Кого из них? Хорошо. Не читаем заранее. Дорогие друзья, вот сейчас Алишер и Улан должны прочитать текст за 30 секунд, и нам должны они рассказать, что поняли, да?
Я и не читаю. Не читал. Вот это, я просто не могу понять. ЧИД, что это? Это инициалы. Инициал. Кто? С Алишером, да, начнем? Давайте. Слушай, Одновременно перечитайте. читают? Или по Нет, очереди? нет, нет. Хорошо. По одному, конечно. Нхил придает большое значение бессознательному информационному полю. Здесь фиксируются, классифицируются все впечатления, которые приходят от органов чувств. Любые мысли извлекаются из этого поля. В бессознательное направляются план, мысль, цель, которые превращаются в реальность. Оно отдает предпочтение желаниям в сочетании с эмоциями, работает днем и ночью, перед ресурсами из энергетики высшего. Время вышло. Я, честно, вообще не понял. Вы поняли, что ли? Что-нибудь? Я понял, что там что-то с организмом, наверное, случится, связанный. И он работает днем и ночью. Там сложные слова, переключить меня сложные. Ну, в общем, Вот ты это, вот это я понял. думаю, Что это понял? про медицину, Про здоровье, что про ли? здоровье, которое работает как мозг днем и ночью. Вот понял. Здоровье как работает, да? Да, переключить. Ну давай вот так сделаем сейчас. Он Хорошо. Я, что да? понял, да. Подождите, вот он что понял сейчас и рассказывал. Ты продолжишь. А у него другой текст. У меня другой, оказывается. Вот этот. Если хорошо было бы его историю продолжить, и он расскажет нам. Как раз Хорошо. первый абзац закончил я там? Да. Вот, бессознательное связывает. Начинать? Да? Да. Ты сейчас вот, это про организм, да? Я думаю, Ты организм. думаешь организм, да? А я потом что буду... Ты прочитаешь, нам расскажешь о чем. Хорошо, ага, Да. понял. Бессознательное связывает человека с высшим разумом. Этот посредник получает его энергию и передает молитву источнику, который на нее отвечает ежедневно. Человек находится в центре воздействия импульсов. Они проникают в бессознательное без нашего видимого. Воображение осмысливает планы в цели, ведущие к успеху. Стоп. Блин, Что, бессознательное? вы вначале, может быть, про здоровье? Вот где-то я уже... Не, я тоже понял, так я понимаю. тоже понимаю же? Знаешь, я читал, там про здоровье не было. Не, там сознание как-то Сознание было. Что сознание, где сознание, непонятно. Не, давайте я тогда прочту еще раз. Вместе потом обсудим. О чем? Я И постараюсь- вывод сделаем, да? Вывод Да, сделаем, и да? в конце, Хорошо, что бы хорошо. не было, мы вывод сделаем, что написано. Ты Самого не читайте тогда вот здесь? Я Не, вот, я вот здесь дальше, начну. да? Импульсы, мысли, там ты же читал. Вот. Позитивные и негативные эмоции не могут находиться в сознании одновременно. Если позитивные доминируют, то негативные не проникают в сознание. Известный нейрофизиолог Лили считает, что все мы жертвы ранних программ, которые были заложены другими людьми, притягиваем нежелательные ситуации негативным мыслям. Неопределенность или нереальность, время, да? Да. это про мозг, Да, про да. голову. Нет, это, наверное, вот такое чувство, когда бессознательность и сознательность, мне кажется, ученые там Хилл, Лили, да? Лили, да. Лили считает, что бессознательные... Бессознательный, сознательность. Это там, книжка- Когда спишь, там Мозг как-то по-другому спит работает. мозг. Когда просыпаешься, Да. по-другому же работает. Про это, походу. Да. Значит, делаем вывод сейчас. Это... Надо быть про- умным, в общем. Я так понял. Надо быть умным, чтобы ты понял, что сознание откуда приходит, о чем надо думать, кем Про надо- это, да? Про вот мозг, здесь, да? мозг. Про мозг, да? Сознание, да. Я так понял лично. А я вот так понял, короче. Человек бессознательное состояние там описывает, например, как он может быть
в бессознательном состоянии, какие у него эмоции. Например, бессознательно, может, я как-то вспомнил, там, может находиться днем и ночью, вот эти сутки написано забыл. А мне кажется, по-любому про медицину там что-то говорят они, про мозг. Может, вот не про психологию? не, сознательность, психология. Как-то. Психология. Может быть, я просто так думаю. Так, да? Все закончили, да? Да, вот Мы вот так обсудили. Это про мозг. Сознательность. Лили считала так. Хорошо, коллективным общим Да. согласием вы, в принципе, сделали правильные выводы. Здесь велась речь о том, что даже если вы находитесь в бессознательном состоянии, ваши мысли, они все равно потом Работает, работают, да. И вы все равно о чем-то, ваше бессознание, оно влияет на вашу осознанную потом жизнь в виде снов. Класс. Мы же сон видим. Да. Когда сон видим, Это всё равно мозг же работа ваша. работает. А через неделю, месяц, вот это, есть же, как будто повторяется. как-то повторяет вот этот сон. Как называется? Дежавю, да. Об этом, да? Это работа вашего мозга, да. А знаете, нам было бы хорошо, если там произведение было, интересно было бы. Произведение, Литературные например, произведения. Тургенева, вот, произведение вот, читали, да? Какое-то более легкое произведение, например, вот такое. Да, и вот это рассказывали. Это было бы хорошо. Хорошо, я вам в Есть следующий раз... варианты? Да. Какие? Более легкое вам нужно произведение? Нет, не легкое. Сложные были. Суть в том, что это произведение. Творческие. Чтобы мы читали. Да, и обсуждали, да. Да. Сейчас мы не можем обсуждать Про мозг. про мозг. Сознание. И так сейчас мозг у нас прям трясет нас. Можете поставить нам Оценку, например, да. Каждому? только честно, да, Или на всех одну? Нет, Каждому. Начинайте, Байкелер, да. 5? 5 мне? 5. У меня- 5? 5. Да? Спасибо. Продолжайте изучать русский язык. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Рубрика «Русская терапия». С нами была Инесса. Мы проводим Инессу. Спасибо. До свидания. Было До свидания. приятно. Спасибо. Ну, как вам программа, вот передача? Сегодня какое-то ощущение чувствовали, что русский язык... Если честно сказать, сколько уже, много уже, год, месяцев уже не разговариваем на русском Да. языке. Да. Приглашайте часто. Хотелось бы, чтобы хорошо говорит, хорошо читать, хорошо... И вести Да. корпоратив вести, на да, русском конечно. языке, да? Я... Вот у меня сегодня вторая передача, я уже хорошо чувствую Вы себя. прям как будто Можно, давно можно. знаете. Я просто жалею, когда я жил. Мероприятие проводили, там 2-3 столика русские были. Мгм. И я не смог им свою Мнение идею, свою Шутки, не мог сказать. И потом я думал, я жалел, что я не учил русский язык в школе. Да. Я жалею. Друзья, вы тоже не жалейте, учитесь, маленькие дети, братишки. Ну, я полностью согласен, Байкашка. Потому что у меня тоже вот такие часто бывают, например, озвучиваю же тексты. Вот видите, уже нормально же. Да. Но когда вот Русский, да? прям надо, прям очень надо русский, у меня Когда срочно да, тормозишь, срочно, да? когда срочно тормоз бывает, и просто иногда язык келет, идет язык, пойдет же, но много надо повторять, чтобы вот здесь было, потом только получается. Как Уланбайке сказал, действительно, вот, учиться никогда не поздно. Я вот
две вещи очень хорошо сохранил, когда Самат Байке же говорил. Он как-то мы раз встретились с Самат Байке на курсы, серьезно говорит, записался, да? Говорю, вы что, уже зачем уже? Уже поздно, да? А он мне тогда, вы помните, вы сказали, что вы не хотите это стареть? Да. Как молодой, он говорит, 2005-2006, друзья у меня есть, говорит. Оказывается, это действительно очень работает, помогает. Спасибо вам. Спасибо. Да, Спасибо. приходите. Приглашайте еще. Самое главное, не стесняйтесь. Вот есть же такие очень много. Стесняются, говорит, вот, ну, в рамки, короче. Они, загоняют себя. Да, они знают, понимают хорошо русский язык, знают, и хотя даже они могут говорить хорошо, но стесняются. Если я сейчас говорю, вдруг у меня акцент выходит, там люди смеются. Это не надо. Надо знать русский язык и свой язык тоже знать. Знаете, друзья, учитесь русский язык, но слишком чересчур не увлекайтесь, а то увлекаются слишком чересчур и свой отечественный язык забывают. Учитесь русский язык и не забывайте свой язык. С вами был Самат Эркинбеков, это был Саке Шоу, это видео-подкаст на русском языке. Умеем снимать на кыргызском языке, но цель нашего проекта, чтобы люди, которые не знают еще языка, чтобы в нашем обществе не стеснялись. Счастья, любовь и доброту. Спасибо вам тоже. Я И очень вам горд. тоже здорово. Да. И вам русский язык. Семейное счастье. Спасибо большое. Это был Саке Шоу. Увидимся очень-очень скоро. Саке Шоу. Саке Шоу.